Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры і сёння мы будзем у гэты чацвярговы вечар размаўляць пра музыку, хаця ўсё будзе крыху больш сумна, мне здаецца. Мы будзем размаўляць пра лекцыі, пра музыку. У нас у Мінску арганізатары праекта «Алгарытм». «Алгарытм» — гэта серыя лекцый пра тое, як ствараць музычны контент. Глеб Лапуноў по левую руку ад мяне, прывітанне, Глеб. Добрый день. И Антон Онищенко по правую руку ад мяне, прывітанне, Антон. Глеба и Антона ядная такая суполка Accidental Society. Хто бы мне распавёў з вас двух, что гэта такое? Глеб. Могу начать я, да. Давайте. Сообщество... Я в сообщество попал не так давно. Основным организатором всей этой истории является Антон и его товарищи из Киева. Я по большей части начал участвовать в процессе организации винилового магазина, который от сообщества открылся, Accidental Shop, но уже войдя в эту всю структуру, присоединился, да, и к организации, так сказать, мероприятий совместно с Accidental Society. Первое такое у нас было 6 июля в пространстве Хайд. Мы привозили российский дуэт Sky9 и решили выделить ночное музыкальное мероприятие в две части. Днем сделали первую, так сказать, пробную обучающую лекцию, семинар с артистами, которые выступали, дабы людей приобщить не только к посещению ночных каких-то мероприятий с танцами, а и к обучающему процессу, каким-то интересующим их вопросам, которые они могли бы задать напрямую артистам профессиональным. Ну а вторым этапом вот у нас уже целый блок лекций, над которым мы поработали и запускаем в ближайшее воскресенье в Убаре. Все ж таки от Глеба, ну это даравальна, тому что вы не так давно удзельнічаеце, як вы сказали, у працы суполкі, але я не пачуў все ж таки, что такое Accidental Society, якія прынцыпы, да? Ці это просто два прыгожых слова, якія яднаюць сяброў, якім не абыякавая беларуская музыка. Антон, можа вы мне распавядзеце, калі вы ўжо ля вытокаў гэтай справы стаіце? Да, конечно. Ну, собственно, Accidental Society — это сообщество единомышленников. Мы как бы в анонсах писали, что в музыкальной среде, но на самом деле это не только музыкальная среда, это, в принципе, любая среда нашей жизни, и идея которого заключается в том, чтобы жить текущим моментом, жить настоящим и принимать его таким, какой он есть в данный момент времени. Что это значит? Я не ведаю, можна прывесці, каб патлумачыць, да, нейкія практычныя прыклады, да. Ага. Да, можно, безусловно. Самый простой пример, как бы даже когда мы кушаем еду, да, просто сидим за ужином или за обедом, или за завтраком, неважно. Мы можем сидеть и наслаждаться тем, что мы кушаем, и чувствовать этот вкус, запах и так далее. А можем сидеть и в правой руке или в левой держать телефон, допустим, там инстаграмчик пролистывать и одновременно кушать. Не зафоткал, не съел, да? Да, ну да. Вот тема. это как бы, ну, самое такое элементарное. Ну и в принципе мы с этим сталкиваемся каждый день и каждую минуту, на самом деле, в нашей жизни. Поэтому мы бы хотели вернуться, так сказать, к истокам, да, к тому, что жить как бы настоящим и ближе к реальности. Потому что, ну, сегодня нам тяжело, как бы, потому что много всего сетей, информации, потоков, и ты рассредотачиваешься, и такое хаотичное немножко состояние. А тут больше, как бы, концентрироваться на текущем моменте. Что яшчэ перашкаджае? Ну, вось мне цікава. Соцсеткі зразумела, да, смартфоны зразумела. Тое, што нас адцягвае, ну, ад нейкага рэальнага жыцця. В разрезе, если теперешнего момента музыки, например, рассуждать, то, опять же, почему магазин действует от сообщества, почему это виниловый магазин, почувствовать в моменте носитель, прийти, выбрать, порыться, найти артиста,
прийти домой, поставить его на виниловый проигрыватель и ощутить, опять же, этот момент, а не просто сидя где-то за компьютером на работе, в фоновом режиме листать те же онлайн-трансляции, либо какие-то подкасты слушать и отвлекаться там на рабочий процесс. То есть все это звучит как бы фоново, а в разрезе магазина это действует больше тактильно, даже ту же пластинку пощупать, выбрать, исходя там из, опять же, стоимости ее, подойти к процессу выбора более осознанно. То бок вініл вы выбралі свядома як нейкі сімвал таго той мадэлі спажывання музыкі, якая адпавядае вашаму духу. Да? Трэба не проста, я не ведаю, тыкаць у смартфон пальцамі і слухаць музыку ў навушніках, а падыходзіш, дастаеш пласцінку, значит, са сканпэрты, да, ставіш на прайгравальнік, іголачку асцярожненька, і вось гэта вось. Ну, мне здаецца, я крыху проникся. Ну, тут это даже начинается не с этого, начинается с того, что ты просто идешь в магазин или на место куда-то, понимаете. Это как целое, это как ритуал, как целая история, понимаете. Ты собрался, ты запланировал какое-то время, или это спонтанно получилось. Ты пришел, послушал, выбрал одну, вторую взял, потом еще раз первую послушал, и все-таки решил, что какая же тебе на самом деле, ну вот какая она твоя, потому что, ну, это не просто нажал кнопку скачать и все, оно скачалось, затерялось где-то, да, а ты где-то и в материальном плане ощущаешь это, но это как бы оно друг на друга работает, понимаете, ты начинаешь, ну, ценить как бы не очень хорошее слово, ну, как бы больше, чтобы чувствовать вот это вот каждый моментик вот этот, начиная от того, что ты думаешь, какую купить или не купить, заканчивая тем, что ты приходишь домой, и это как ты поставил, включил, и ты слушаешь музыку на самом деле. И это не только с винилом, и как бы почему касаемо лекций, да, данных, почему именно лекции, и, ну, у нас тут там иногда возникают вопросы, там, транслировать их, не транслировать, да, как бы, ну, и такие спорные. Мы вроде бы все-таки в современном мире живем, и у нас трансляции, стримы и все остальное, это как бы работает на рекламу, на какое-то продвижение и так далее. Но, с другой стороны, суть как бы именно в лекции, в живом общении, понимаете, собрать что людей в одном ты можешь месте. прийти и вживую пообщаться с конкретным человеком, с конкретным выступающим, ты можешь задать ему вопросы. В данный момент времени ты вот находишься вот сейчас, здесь, комплексно. Точно так же и про ночные мероприятия, которые мы делаем. Да? Мы говорим, ребята, с телефонами у нас, вы можете телефон брать, но фотографировать на мероприятии нельзя. Почему нельзя? Потому что ты приходишь на мероприятие, музыку, слушать музыку и чувствовать эту музыку, чтобы ты пришел, ты вышел на танцпол, ты закрыл глаза и погрузился полностью в ту музыку, в то настроение, которое тебе дает диджей, артист, музыкант, который выступает. Он же тебе дает свою энергию, правильно? И ты за этим туда пришел. И это как бы, ну, истина того, чего вообще, собственно, хочется, ну, и нужно, наверное, можно бы сказать, как бы с уверенностью ходить в клуб или на выступление, или на концерт какой-то, да, не для того, чтобы снять и показать, ну, другим через Инстаграм, что я, как бы, да, вот я тут, и стоять в лицо, как бы, снимать там сторис. А ты пришел кайфовать, кайфуй сейчас. Ну, я бы все ж таки сказал, что відаць, адно другому не перашкаджае, можна там 5 секунд патраціць на селфі, а весь астатні час. Ці нельга, я не ведаю. Да, все ж таки такая філасофія, што не. А калі ты прыходзіш ради селфі, вот тут я пагадзіўся б, да? То бок ты можаш, у прынцыпе, на хвілінку заскочыць куды-небудзь, сфотаграфавацца і пайсці далей. Все, я як бы тут зачекінился, як зараз модна казаць. Да. Вось. Цікава, як гэты падыход адлюстроўваецца на тым, як вы арганізуеце лекцыі. Напрыклад, на падборы спікераў. Да, вось вы ўлічваеце, каб спікеры былі менавіта такія, якія адпавядалі гэтаму падыходу. І як гэта можна ўвогуле ўлічыць? Як праходзіць адбор, да, на вось гэтыя 4 дні, калі будуць праходзіць лекцыі алгаритм? Глеб. Здесь мы, наверное, больше отталкивались от разных сфер музыкальных, дабы охватить все от
медиа, это как представитель онлайнера Александр Чернуха, до самих музыкантов, которые гастролируют, уже выпускаются, кто-то добился альбомов на мастерской, как Наташа Мастелайт у Вани Дорна, и они все будут максимально развернуто на лекциях рассказывать разные, так сказать, сферы, в которых музыкант должен ориентироваться, будь то музыкант, либо, может быть, какой-то промоутер, либо организатор каких-то концертов. В таком разрезе сказать, что мы отталкивались, выбирая музыкантов, что они от тоже... этой философии все ж таки нет. Не совсем так, скорее больше развернутый момент, а вот в частности, что лекции будут единовременно в одном месте и нигде не транслироваться, чтобы мы собрали людей, которые хотят действительно что-то получить в моменте, наверное, да. Ну, можно, да, добавить? Я могу сказать, можно что... не пытаться, можно просто додавать. Да. Все нормально. Я могу добавить, что относительно у нас же будет специальный гость, который приедет к нам из Берлина, да? Джозеф, да. Так. И конкретно он — это такой человек, который полностью этой же философии жизни, у которого особо нету даже в Инстаграме вообще аккаунта нету, там SoundCloud, там какой-то у него микс 5 лет назад. И он говорит: ну, ребята, вы если хотите меня послушать, то приходите на мое выступление и слушайте, как бы. Хотите купить пластинки, приходите в мой магазин. Да. Да, мне здаецца, што нездарма слово вінілавы ўвогуле стала як бы, ну, з часам ужывацца ў пераносным значэнні, то бок калі кажуць там вінілавы, не ведаю, там диджей, гэта не азначае наўпрост, што ён ужывае пласцінкі, это азначае нейкі дух, там, я не ведаю, вінілавая атмасфера. Там это изноў жа не азначае, што ў памяшканні паўсюль там абвешаныя каперты з пласцінкамі там і ўсё такое. Вось. Ну, але, канешне, дзіўна чуць пра диджея, які не вядзе сацыяльныя сеткі, там інстаграмы, і ўсё ж такі знаходзіць, як бы так сказать, нейкія шляхі да слухача. Відаць, это нейкі асаблівы такім чынам слухач у яго. Вось. А якіх слухачоў вы чакаеце на сваіх лекцыях? Такіх жа вінілавых ці ўсё ж такі нейкіх іншых? Мы будем рады любому, кто придет к нам. И... Бок нават калі не ваши аднадумцы прыйдуць на гэтыя лекцыі, все равно... Это открытое мероприятие, и нам хочется, чтобы, смотря как бы до близлежащее зарубежье, даже как с Украины или с Россией, наши, так сказать, коллеги двигаются активными шагами, и нам как бы искренне хочется, чтобы наш белорусский, так, ну, не рынок, а сообщество и музыканты двигались не менее активными, а даже более активными шагами, потому что, ну, у нас не меньше креативных людей, которые чего-то из себя стоят, умеют, могут, и почему нет? Есть цікавая думка, што беларускія крэатыўныя людзі пакуль не трапяць за мяжу і не раскруцяцца там дзе-небудзь. Да? Яны на радзіме застаюцца вельмі часта незапатрабаванымі і гэтак далей. Але пра гэта, у прынцыпе, мы можам пагаварыць, хаця гэта і не тэма нашай зараз размовы, але ўсё роўна нам будзем мы гаварыць пра гэта ці не, давядзецца гэта рабіць пасля кароткага перапынку на выпуск навінаў, якія ў нас на радыё кожныя 20 хвілінаў. У соцсетках гэтая трансляцыя не будзе перарывацца, таму заставайцеся, калі ласка, з намі. А у радыёэфіры зараз загучаць навіны, і пасля мы вернемся да абмеркавання серыі лекцый «Алгарытм», якія неўзабаве ўжо праз 3 дні, да? Ближайшее воскресенье. Да, у бліжэйшую нядзелю пачнуцца ў Мінску. Не пераключайцеся. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Радіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Сёння прыкладна у 13:30 ля школы нумар 15 у Гомелі сабраліся бацькі вучняў, якія патрабуюць вярнуць дырэктарку Марыну Чарненко. Мы не баімся і мы не сыдзем. Чалавек, яна вельмі добры і многа зрабіла для школы ўсяго толькі за 2 гады. Мы не хочам, каб ляцелі галовы, казалі бацькі. Праз 5 хвілінаў пасля пачатку бацькоўскага сходу да прысутных выйшлі прадстаўнікі адміністрацыі школы і папрасілі 2 актывістаў прайсці з імі да дырэктара. 19 верасня сітуацыю ў гомельскай школе, нагадаю, пракаментаваў і Лукашенко. Я на месцы гэтага настаўніка галаву б адкруціў Шчанюку. Вы што чакаеце, каб як у стопцах было, заявіў Лукашенко. Другога ж удзельніка канфлікту, 9гадовага чацвертакласніка з скандальнага відэа разам з бацькам выклікалі ў міліцыю. У Курапатах адбываецца акцыя малебен, у якім бяруць удзел мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч і протаіярэй Фёдор Поўны. А 16 гадзіне распачаўся гэты малебен у межах рэспубліканскай дабрачыннай акцыі аднаўлення святынь крыніцы Беларусі. Праект БРСМ аднаўлення святых крыніцы Беларусі распачаўся яшчэ 12 красавіка. У яго межах актывісты БРСМ добраўпарадкаваюць культурныя і рэлігійныя аб'екты. Сёння, 19 верасня, 28 год таму, 91 годзе, Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусі прыняў новае імя нашай краіны. Змяніў назву Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка на Рэспубліку Беларусь. Дзяржаўным гербам была зацверджаная гістарычная пагоня, а дзяржаўным сцягам бел-чырвона-белы. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. З 22 верасня па 13 кастрычніка ў Мінску у галерэі ў Кароткая пройдзе серыя лекцый і майстар-класаў аб стварэнні і прасоўванні музычнага кантэнту «Алгарытм». Лекцыі будуць праходзіць па нядзелях. Добрая навіна, уваход на іх вольны. Трэба зарэгістравацца ў Фейсбуку, але мне здаецца, што это абсалютна легальная і звыклая мадэль. У нас зараз сябры суполкі Accidental Society, якая рыхтуе гэтыя лекцыі ў студыі. Гэта па правую руку Антон Аніщенка, па левую руку Глеб Лапунов. Яшчэ раз прывітанне, Антон і Глеб. Добрый день. Добрый день. Ці мала хто-небудзь да нас далучыўся і не ведае, хто тут хто. Вось, значыцца, ладно, не будзем у сумныя сферы ісці пра тое, як беларускаму музыку стаць папулярным у Беларусі, а не за мяжой спачатку, а пасля толькі ў Беларусі. Тым больш, што я думаю, што пра гэта якраз можна будзе запытацца ў саміх музыкаў падчас лекцыі. Але важнае пытанне, хто і калі будзе выступаць на гэтых лекцыях і заадно арганізацыйнае пытанне, там куды ісці, якой пачатак і так далее. Дзе ўсё гэта напісана? Глеб, я бачу, што вы гатовы адказваць на гэта пытанне. Значит, ближайшее воскресенье 22-го гостями, спикерами наших лекций будет Полина Полонейчик, это белорусская певица и музыкант, и ранее известная была как Полина Республика. Тема ее выступления «10 заблуждений о музыке». Она расскажет о том, что думала до того, как процесс ее музыкальной деятельности достиг какого-то уровня, там, альбомов и всего остального, и в чем она изменила свое мнение. Еще одними спикерами будут создатели интернет-радиостанции белорусской «Радио Плата». Это Павел Кирпиков и Саша Корничук, очень за последний год шагнувшие вперед по своему контенту, по организации эфиров и по всему остальному, и расскажут, что вообще представляет собой процесс создания радиостанции на территории нашей Родины. Скажем, «Радио Плата» — это незалежная интернет-радиостанция, якая існуе ў Беларусі, якая можна зайсці на сайт «Радио Плата» і глядзець, слухаць гэтае вяшчанне. Гэта вельмі цікава. Мы, ў прынцыпе, таксама частковае інтэрнэт-радыё. Таксама зараз праз інтэрнэт вяшчаем ва ўсіх напрамках, у якіх магчыма. Современная модель. Ну да.
Через неделю, 29 числа, лекторами будут Наташа Куницкая, известная как Мастелайт, которая выпустила недавно альбом на лейбле «Мастерская» украинском Ивана Дорна. Еще одним спикером будет Дмитрий Молош. Это, наверное, один из самых известных электронных продюсеров и диджеев, которые как раз-таки за рубежом имеют гораздо больший, произвели больше резонансы, гастроли в Южной Америке и лейблы очень известных диджакеев и музыкантов, таких как Эрнан Катанью и Ник Уоррен. Третьим спикером будет Надежда Мять, это представитель компании Prime Reserve. Она, в частности, будет рассказывать про поддержку партнерскую мероприятий от бренда Jaeger Vibes, который поддерживает электронные ночные мероприятия. 6 числа гостями будут Саша Косач из агентства Jet Sounds, расскажет путь и то, как они шли от обычных рядовых промоутеров до большого агентства, которое сейчас организует масштабные фестивали. Один из ярких — это «Рок за бобров», который собирает огромное количество людей. Вторым спикером 6 числа будет Дмитрий Лукоить. Это наш белорусский битмейкер. Здесь уже отдельно, наверное, будет интересно людям, которые любят хип-хоп, любят делать биты. Дима расскажет, как это делать, как культура битмейкинга развивается в нашей стране, где она более популярна и что это из себя вообще представляет. И на заключительной лекции 13 числа гостями будут Александр Чернуха, журналист-онлайнер, который как раз-таки расскажет про взаимодействие музыкантов и медиа. А еще одним гостем, это наш, можно сказать, недавний друг Джосеф. Якого мы казали уже. Да. Это человек, связанный напрямую с деятельностью продажи винила, дистрибьюции. И есть такое понятие, как тест-пресс пластинок, например, музыканты, которые делают какой-то трек, они хотят его послушать, как он звучит на пластинке, раздать какие-то промо-версии, и он как раз организовывает процесс напечатывания этих в маленьком количестве копий, когда ты еще не заключил контракт с лейблом, можешь выпустить 10-15 штук, раздать их своим друзьям, чтобы они поиграли где-то на других. То есть человек, который знает все про винил, можно сказать так, да? Так, што якую я выснову зрабіў, слухаючы, хто будзе спікерамі, што все мерапрыемствы, у прынцыпе, такія разнапланавыя даволі. То бок, калі я, напрыклад, не хочу слухаць пра арганізацыю канцэрту, але хочу паслухаць беларускага бітмейкера Дмітрия Лукойця. Мне можна проста на Лукойце прыйсці? Конечно. Ідці наадварот, не хочу пакрыўдзіць Александра Касача ні ў якім разе, таму што таксама чалавек і спікер цікавы. Вось, але няма такого, вы адмыслова не рабілі такого, каб вот у гэты дзень сабраць толькі аматараў там дыджэйскай культуры, у гэты дзень сабраць музыкаў, вось паказаць і расказаць іх шлях, у гэты дзень арганізатараў канцэрту і журналістаў, каб з гэтага боку вось гэтую музычную індустрыю прадставіць. То бок вы адмыслова сышлі ад такого? Скорее, да, скорее сам процесс так получился, но опять же мы еще отталкивались от возможностей самих спикеров, от того, когда у них есть свободное время. Например, та же Наташа Мастелайт недавно переехала в Берлин, и мы ее специально в конкретную дату подловили здесь, в Минске. Дмитрий Молош, он сам живет в Бресте, это недалеко, но в любом случае надо тоже подстраиваться. Ты как бы просто оттолкнулись, может быть, от того, чтобы разноформатный какой-то был день. Да, чтобы можно было и по музыкальной части, и по какой-то организационной части, да, чтобы ты пришел и ты, опять же, то есть это ж как бы мы хотим сделать и намерение сделать, то есть это мероприятие, это не как ты в университете пришел на лекцию, сидишь и все, да, потом ждешь от звонка до звонка.
То есть это как бы мероприятие выходного дня, воскресенья, да. Все уже отгуляли свои выходные, да, условно говоря. У тебя последний день перед буднем. Ты пришел нормально, то есть приятное место, приятная атмосфера, продаются пластиночки, ты можешь подойти, пластиночки послушать, ты можешь подойти, пообщаться с какими-то товарищами, кого встретил, кого знаешь, кого не знаешь. Ты можешь сесть на лекцию, послушать лекцию, да, и тебе ж не нужно с начала до конца. То есть это как бы легкого плана мероприятия. Регистрация также свободная да. на все дни, можно отмечаться в форме, которая указана во встрече в Фейсбуке, выбирать конкретный день или конкретных 2 дня и приходить только на них. С пользой провел свое воскресенье полдня, которое, да, не просто посидел дома, а что-то как бы и пообщался. И, ну, потому что, я думаю, и люди соберутся тоже интересные. Все в какой-то степени заинтересованные в каком-то творчестве. Или пусть это промоутеры, или это просто музыканты, или это просто кому интересна эта сфера. Может быть, да? они между собой еще какие-то найдут взаимосвязи, сами посетители. Безусловно, да, да. Я думаю, што да, выпадковых людзей наўрад ці будзе шмат на такой падзеі. Яшчэ адно пытанне, пакуль мы канчаткова ўжо не пачалі арганізацыйныя рэчы вырашаць, то бок куды пайсці, каб зарэгістравацца і гэтак далей. Што мяне як журналіста крыху зачапіла і разанула, што вы выкарыстоўваеце такую фармулёўку як музычны контент. Вот не проста музыку, не серыя лекцый пра стварэнне музыкі, ці проста пра музыку, а музычны контент. Чым музычны контент адрозніваецца ад музыкі? То бок гэта ну як? Вот. Ну, мы хотели, собственно, акцент сделать на то, что то есть ты как бы с помощью этих лекций, цель такая, что вы можете комплексно понять систему, как работает музыкальная среда. Да. Не просто как пишется в Ableton музыка или там на барабанщиках постучать, да. Вы можете прийти послушать, как организуются мероприятия. Вы можете прийти послушать, как партнеры взаимодействуют, как взаимодействуют СМИ, как музыканты пишут музыку непосредственно, как они двигаются. Поэтому ну, мы долго думали как бы, вот, насчет этой формулировки, да, там были разные там околомузыкальная среда там, и так далее. Потому что ну, как-то надо было назвать комплексно все, что взаимосвязано ну, вокруг вот это, вокруг музыки, собственно. Ну, поэтому так, вот, такое оно и пришлось к нам. Навокал музыкі. Да. Ну, у прынцыпе, тады таксама зразумела. Адным словом, музычны контент. Двума ну да, то есть все, что вокруг крутится. Музыкальной сферы. Ну і все ж таки, давайте, да, значит, трэба зайсці ў Facebook, нешта ўвесці, магічныя нейкія словы, я не ведаю, што тут трэба. Accidental Society уводзіць, ты ці алгарытм. Зараз я сам паспрабую это зрабіць. Я думаю, што ўсе чуюць, як я набираю, да, клацает. Так, Accidental Society, сторонка есть, и есть мы тут бачим афишу, мы тут бачим сустрэчу и встреча в самом описании есть ссылка на регистрацию в Гугле. Восена, да. Да. Ці не восена. Ну, карацей, ёсць. Мне просто в окулярах крыху не бачно. А так, я думаю, все знают. Можно развернуть встречу, да, и чуть ниже в описании после да, восена. Описание всех спикеров. Сябры, мне здаецца, што ну, у мяне, прынамсі, пытанні скончыліся. Нешта ёсць важнае, што мы не проговорили. Да, еще так. Один очень приятный момент, помимо лекции 12 числа, накануне последней лекции в ОК-16 в Руин-баре культурного хаба ОК-16 будет как это так after party или але я closing party напярэдадні лекции, да? Ну да, но это последняя суббота, где можно будет послушать нашего специального гостя Джозефа с его виниловым эксклюзивным сетом и также резидентов Accidental Society. Круто. Сябры, падчас гэтага эфіра атрымалася ў нас шмат пра што паразмаўляць. Мне здаецца, што найбольш мы пагаварылі пра такое свядомае спажыванне музыкі, свядомае, а не мімаходнае, калі ты сапраўды, а такое, калі ты сапраўды канцэнтруешся на ёй і слухаеш, а не уключаеш фонам, каб рабіць нейкія іншыя рэчы ці дасягнуць нейкіх іншых
мэтаў, але таксама мы размаўлялі пра серыю лекцый алгарытм кожную нядзелю, пачынаючы з 22 верасня у бары у кароткая, у галерэі у кароткая будуць сустракацца аматары музыкі, каб слухаць лекцыі, праходзіць майстар-класы пра тое, як ствараць, як жыве музычны контент. Арганізатары гэтых лекцый Accidental Society, Глеб Лапуноў, Антон Анішченко былі ў нашай студыі. Дзякуй вам, Глеб, за тое, што прыйшлі, і дзякуй, Антон, за пабачэнне. Спасибо вам за эфир. Дзе зарэгістравацца мы распавялі, ўсё распавялі, расклад распавялі. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.